На уходящей неделе в селе Кокташ Баткенского района граждане Таджикистана начали устанавливать забор вдоль условной линии границы. Пришлось вмешаться Госпогранслужбе Кыргызстана, так как имеется межправительственное соглашение ничего не строить на неописанных еще участках границы. Сторонники Садыра Джапарова провели в Бишкеке митинг в его поддержку и потребовали амнистировать его или помиловать. Прокуратура сообщила, что 8 августа Курсан Асанов, войдя в сговор с Атамбаевым, взял у его телохранителя пакет и по дороге в МВД вынул из него особо важные документы для передачи Раисе Атамбаевой. Также, по сообщению прокуратуры, адвокаты Атамбаева, Слесарев и Джошев не имели полномочий перемещать, хранить или проводить какие-либо действия с вещественными доказательствами по этому уголовному делу. Судья Эмиль Каипов решил в дальнейшем заседание по делу об освобождении Батукаева проводить в СИЗО ГКНБ. Кыргызская делегация во главе с президентом вернулась из Санкт-Петербурга рейсовыми самолетами из-за неполадок президентского борта. ГКНБ задержал в Алматы за мошенничество Сыргака Кенджибаева, которого Ширин Айтматова называет своим мужем. Счетная палата выявила в Минтрансе финансовых нарушений на 105 миллионов сомов за 2018 год. На железной дороге Бишкек-Балыкчы сошли с рельс 8 грузовых вагонов. Цены на уголь за неделю уменьшились на 150 сомов в пересчете за тонну. Партия «Республика» избрала своим лидером Джейнчуроева вместо Бабанова. Премьер Абылгазиев совершил поездку по Ошской и Джалалабадской областям, посетив ряд социальных объектов. Минэкономики объявил, что разработан проект новой программы льготной государственной ипотеки. Джорку Генеш ратифицировал договор о выделении Кыргызстана Европейским банком и Евросоюзом 5 миллионов евро на реабилитацию системы водоснабжения в городе Исфане. Подтвердились слухи о том, что Азимбек Бекназаров будет назначен послом Малайзии. Прокуратура передала уголовное дело президента компании «Акнет» Кувана Аджимудинова в суд. Свердловский районный суд Бишкека признал необоснованным увольнение Петрушевского с поста директора Центра реабилитации детей и молодежи при мэрии. Бишкекский городской суд оставил в силе оправдательный приговор экс-министру внутренних дел Молдобусе Конгантиеву, которого обвиняли по событиям 2010 года. Верховный суд утвердил решение районного и городского судов Бишкека о взыскании с газеты «Ачык Саясат» 300 тысяч сомов по иску депутата Рыспаева. Глава ГРС заявил, что намерен судиться с журналистами, которые опубликовали фото автомобиля с подложными номерами и заявили, что за его рулем был он. В Госрегистре возникли огромные очереди в связи с заменой водительских прав. Глава Госкомитета информационных технологий Догоев сообщил, что в 2019 году цифровизирована выдача 12 справок. Мэр Бишкека Сурахматов заявил, что парк Панфилова был сдан в аренду за копейки, после чего его превратили в дурдой. Минобразование сообщил, что в 2020 году в некоторых детсадах Бишкека, Аша и отдельных районах Чуйской области тихий час после обеда будет заменен детскими играми. Главу управления капитального строительства мэрии Бишкека Умирзакова уволили за срыв подачи тепла в школу и детсад в 5-м микрорайоне. Началась регистрация паломников на хадж в 2020 году. Налоговая служба сообщила, что с 1 января вводится акцизный налог на аксессуары электронных сигарет. Российские компании увеличили лимит на денежные переводы в Кыргызстан из России со 100 до 150 тысяч рублей в месяц. Главврач инфекционной больницы Аалиев сообщил, что резко увеличилось число обращающихся в больницу граждан. Только за 2 дня в приемное отделение пришло более 630 больных. Вчера в стране официально открылся зимний туристический сезон.